Это должен быть осознанный выбор. Человек должен понимать, куда он едет. Там легкой прогулки не будет. Многое переосмыслил. Решил заняться здоровьем. Во время мобилизации я пошел, написал заявление. Неоднократно попадали под прилеты, контузию получил. Там много любил историю читать, много про войну читал, про Великую Отечественную. Потому что минометчики работают постоянно, и днем, и ночью. Есть плановые цели, есть оперативные. Добрый день! Сегодня у нас в гостях электрослесарь центральных электрических сетей компании «Якутскэнерго» Александр Бегун. Он доброволец специальной военной операции на Украине. И за мужество и отвагу, которую он там проявил в ходе боевых действий и выполнении поставленных задач, его наградили высокой государственной наградой Ордена Мужества. И о героях следует говорить. Александр, здравствуй! Здравствуйте. Ну, расскажите, пожалуйста, о себе, где работаете, вот поподробнее, пожалуйста. Родился здесь, в Якутске, в 89 году. Учился в 29-й школе, потом закончил техникум связи. В данное время заочно учусь в Якутская академия водного транспорта по электроэнергетике, получаю высшее образование. Так вся жизнь моя здесь, в Якутске, прошла. Увлекался мини-футболом. Немного на борьбу ходил, это еще в юности было. Так, достаточно активный образ жизни вел. Началась военная операция в 22 году, и как решили вообще туда пойти добровольцем? Что сподвигло вас? Я вообще срочную службу не служил, и вот поэтому хотел поехать. Просто много любил историю читать, много про войну читал, про Великую Отечественную, про Первую мировую, вообще по истории, которой наше государство вело войны. И решил, что надо тоже проявить гражданский долг, самоотверженность, попробовать себя, в первую очередь проверить, смогу ли я вынести весь этот быт военный, боевые условия. Больше всего себя хотел проверить. Получится, нет. Как долго принимали решение? Я еще с момента начала спецоперации хотел уехать еще по краткосрочному контракту через военкомат. Но тогда не получилось. Как бы жена не отпускала, 2 детей у меня еще. Поэтому очень тяжело в этот момент дался с семьей, уговорить их. А вот в сентябре началась мобилизация. Во время мобилизации я пошел, написал заявление, чтобы добровольно меня мобилизовали. А мне сказали, я чуть-чуть опоздал. Они крайний борт уже отправили. И где-то прошел месяц, мне позвонили с ассоциации ветеранов боевых действий, предложили поехать добровольцем. Они как раз набирали группу, не хватало людей. Я согласился. Начали подготовку, 2-месячный курс подготовки прошли. Это в Якутске, да? Да, здесь в Якутске, в ассоциации ветеранов боевых действий. И в январе месяце нашу группу отправили уже туда, на территорию проведения специальной военной операции. Сколько вас было добровольцев тогда? У нас группа около 40 человек. Группа из 40 человек вылетела. Это когда было? Это в январе, 18 января полетели. Этого года? 23-го. 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 Где проходила ваша служба? На территории Харьковской области, на Купянском направлении. Каковы были условия вообще в целом? Условия стандартные, военные. Блиндажи копали, жили в блиндажах, подвалы плюс. На занятом населенном пункте ближайшем. Там, все подвалы, какие-то дома еще более-менее целые занимали. А какие задачи именно перед вами стояли? Изначально мы находились в обороне, отбивали попытки врага, как контратаки. Да, отбивали контратаки врага. Я изначально был пулеметчиком, потом меня перевели в минометку. Начал быть минометчиком. Уже в минометке активно начал принимать участие в боевых действиях. Потому что минометчики работают постоянно, и днем, и ночью. Есть плановые цели, есть оперативные. По плановым работаем. Разведка выявляет цели, дает нам координаты. На следующий день мы отрабатываем. Либо, если есть возможность, сразу же отрабатываем. Оперативные цели – это у нас во время контратаки врага. Нас быстро по тревоге поднимают, разворачиваем батарею, открываем огонь. Я начинал бойцом, потом уже начал корректировщиком быть. Подняли до корректировщика. А в процессе командира у меня затрехсотило, и меня поставили на должность командира. У нас 2 группы, по 5 человек. 2 расчетами, 10 человек в подчинении стало. Чем вы занимались конкретно? Организация работы, взаимодействие в коллективе, плюс взаимодействие с военными. Сложно корректировка. Поначалу, конечно, все тяжело давалось, но потом как-то вклинился в работу.
непосредственно сам корректировал огонь минометного расчета. А не страшно было вам? Вы же все-таки впервые попали в такие Ну, условия. привыкаешь, вот поначалу момент адаптации, в этом и заключается, наверное, весь смысл. Совладать надо с самим собой. Да, страх, конечно, все боятся, все хотят жить, понятно. Изначально как бы старались отсеивать как это, эмоционально нестабильных и немотивированных людей. Потому что обстановка напряженная на фронте, угроза жизни, она повсеместно идет. И сколько шла ваша адаптация? Ну, первые, наверное, 3 месяца. Вот через 3 месяца уже освоился нормально и просто начал относиться как к работе. Вот есть поставленная задача, ее надо выполнить. Это вот как на работе ты делаешь свою работу, Да. вот надо сделать. Тут также, вот задачу поставили отработать, надо отработать в любом случае как работа. Старался ответственно относиться. Ну, и просто работа связана с риском для жизни. Неоднократно попадали под прилеты, контузию получил. Ну, нормально приплыл, что осколки не задели. А как насчет оснащения, оборудованием, насчет одежды? Ну, достаточно на хорошем уровне. И республика хорошо помогает. У нас же, по идее, добровольческий отряд от Якутии как бы идет. Ну, Якутия, республика хорошо поддерживает. Глава республики, там ответственные лица, которые помогают мобилизованным добровольцам, они всем и гуманитарку отправляют, и еду даже отправляют нам с Якутии. Мясо, рыбу отправляли, колбасу. Ну, приятно достаточно. Письма детей со школы. Такие моменты очень трогательные. Как бы одет, обутый был. И жаловаться не могу на это. А В этом погода плане. какая была? Ну, летом там лето хорошее, летом жарко, погода теплая, комфортная. Весна, осень, грязь, слякоть, вот это очень много грязи, там земля, чернозем, и вот этот в межсезонье, вот это весна, осень, там зимы как таковой нету, она как бы такая осень, как идет у нас, осень постоянно, и вот эта грязь по колено. Ну, вот это напрягало только грязь. Ну, и плюс еще то, что в блиндажах живем, в подвалах, сырость, старались как-то протапливаться, обогреваться. А сколько времени тогда провели там? Около года. Около года. С земляками вы там встретились? Ну да, у нас много было, все ребята с Якутии, очень дружные, друг друга поддерживают. Александр, расскажите, пожалуйста, вот о каком-нибудь случае, который вам запомнился больше всего. Ну, так много чего запомнилось. Ну, вот какой-то, может, какой-то бой. Ну, много было у них выходы, по нам отрабатывали, и снаряды прилетали без разрывов, натовские. Гаубица 155-я прилетала, снаряды не детонировали, и мы удивлялись, не детонировали. Ну, как бы дало время нам спуститься в более безопасное место, в подвал. Вот этот момент запомнил. Ну, первый бой, когда в пехоте стоял, вокруг шум, считай, стрельба была. Мне определили сектор, который я держу. Я на пулемете был. Я держал свой сектор. Сказали просто так огонь не открывать только. Ну, если цель приблизится, враги когда будут рядом, тогда откроешь огонь. Часа 2 где-то бой продолжался. Рядом возле нас Бэха работала справа. Ну, очень шумно было, обстрелы. Артиллерия накрывала что с их стороны, что с нашей. Вот так мой первый бой запомнился, так и ни разу не выстрелился 2 часа. Просто наблюдал за своим сектором. А ночью вы все равно кто-то нес же дежурство, да, дежурили не все по 2 спят. часа. По 2 часа дежурства. Я тоже дежурил по 2 часа все. Потому что случаи выхода ДРГ украинского были. Поэтому постоянно тут постоянно дежурили. Как бы составляли на каждую ночь смену. Кто первый, второй, третий, четвертый до утра идет. Ага, ну, Александр, сейчас во второй половине нашего выпуска я предлагаю прогуляться на свежем воздухе и там, получается, ответить на наши несколько вопросов, пожалуйста. Александр, у вас не только орден мужеств, у вас еще и медали имеются за отвагу и за храбрость. Какие ваши действия были учтены при вручении, получается, таких наград? Ну, первую я получил Луганскую за отвагу. Это мы работали, получается, танк обездвижили. Был обездвижен танк, я тогда был бойцом еще минометным, поэтому меня наградили. Мы попали под обстрел встречный. Нас, получается, накрывали. Все, а второй момент за храбрость, который был, это уже я где-то в сентябре получил. Это мы разнесли позиции противника хорошо, поразили много живой силы.
и плюс пару пикапов. К ордену мужества уже был представлен это за то, что мы уничтожили, поразили 2 расчета минометных и группу эвакуации тоже на пикапе подъехали, которые 2 расчета, получается, СБК уничтожили, плюс все, кто был с их бойцами. И нас тоже, опять же, встреча накрыла, РСЗО накрыла, артиллерия накрыла. И вот как раз мы из здания старого советского корректировали, прямо по нам ударили. Я в этот момент как раз контузию получил. Получается, от госпитализации отказался, так как осколков не было, ничего, чисто головные боли. Обезболивающее Это не пропил неделю. учитывается, в общем. Ну да. Обезболивающее пропил, все, через неделю голову отпустило. Как бы в таком плане. Понятно. А кто ходатайствует, вот кто принимает решение? Непосредственно комбат, командиры. Комбат подает. Ну, вообще смотрят в общем за боевые заслуги. Потому что это все связано с риском для жизни. Орден мужества достаточно высокая награда. Многих, кого я знаю, они уже посмертно ее получили. Ну, связано непосредственно с риском для жизни. Ваши действия тогда вот снимаются дронами, да? Да, все наши стрельбы записаны. Потому что сейчас мы без дронов вообще не стреляем вслепую. Ну, в самом крайнем случае квадрата можем накрыть. А так все стрельбы записаны операторами БПЛА. Понятно. А что чувствовали при награждении? Волновались ли? Ну, легкое волнение, конечно, было. Ну, приятно было достаточно, что так правительство не забывает. Потому что я награду уже здесь приехал, получил. В Илтумане. Да, в Илтуман был приглашение. Ну, достаточно приятно, на высоком уровне все прошло. С гимном включали. Такая обстановка была патриотическая. Торжественно. Да. А как понимаете слова вот мужество, отвага, самоотверженность? Что это для вас? Ну, в первую очередь, это победить свой страх, совладать с самим собой. Как бы военная работа связана непосредственно с риском для жизни. Если человек не сможет с собой совладать, это достаточно последствия печальные. Что поменялось в вашей жизни после передовой и вот здесь? Ну, немного, наверное, более холодный стал, что ли, рассудительный. Многое переосмыслил. Решил заняться здоровьем. Стараюсь завязать с вредными привычками. Ну, курить я и так не курил, бросил еще давно. Сейчас с алкоголем тоже в процессе прощания. Учусь заочно, получаю высшее образование. Дальше хочу магистратуру закончить. Надо пользоваться жизнью. Жизнь дается один раз, и она бесценна. Ну и много времени с близкими людьми провожу. Как бы с родителями, с детьми. Стараюсь с семьей, быть поближе. Расскажи, пожалуйста, поподробнее, вот именно как родители и как жена, вот вы говорили, сложно было, да, вот сначала. Как этот процесс шел вообще? Ну, у нас до истерики доходило. Я, наверное, уговаривал ее полгода, чтобы уехать. Ну, родители тоже тяжело восприняли, понимали, куда ехал. Да. Как бы, ну, если уже ты решил, все, взрослый человек, может, сам мужчина определился, едь, то уже старайся служить достойно. А потом, когда они слушали о награде, что сказали? Ну, очень рады были. Я с собой родителей взял на награждение. Им было приятно, что у них такой сын. А что с травмой, получается? Вы проходите реабилитацию здесь, да? Ну, мне курс таблеток прописали, массажи, все. Таблетки пропил. Небольшое кровоизлияние в левую височную долю произошло. Ну, нормально. Ну, я не знаю, сказали, со временем последствия будут, ближе, наверное, к возрасту. Вот так, таблетки вроде пропил, нормально. Просто звон в ушах остался, звенит постоянно. Так ничего, жить можно. А как со сном дела обстоят? Ну, поначалу сон был нарушенный. Потом немного невролог прописал успокоительные,
Магна B6. Магна B6, вот месячный курс пропил, потом нормально спать начал. Ну, плюс у нас еще очень климат сухой, вот, увлажнитель для воздуха купил. Как бы сейчас нормально вроде сплю. Александр, что посоветовали бы жителям республики? Может, кто-то планирует сейчас стать добровольцем? Ну, самое главное, посоветую не падать духом. И там специальная военная операция идет. Обстановка напряженная. Это должен быть осознанный выбор. Человек должен понимать, куда он едет. Там легкой прогулки не будет. Со всеми вытекающими. Ну, держаться. Самое главное, не падать духом, совладать самим собой. Не поддаваться панике. Если человек совладает со своим страхом, то у него все получится. Главное, разум держать холодным, не затуманенным быть. Вредных привычек стараться избегать. Ну и пожелать удачи всем, кто собирается. Дай Бог, чтобы все вернулись живыми и здоровыми. Вот вы лично, когда отправлялись, были готовы именно встретиться со смертью? Это же тоже, наверное, важно. Или Ну, изначально предполагал, что могу не вернуться, конечно. Ну, и на начальном этапе, конечно, не был готов. Это уже в процессе адаптации. А поначалу-то, конечно, да. Жить все равно охота. Все хотят жить. Все хотят домой вернуться к своим любимым. сейчас отношение к жизни вообще другое, наверное, у вас, да? Ну, ценности, да, поменялись кардинально. Многое переосмыслил. Вы считаете себя патриотом? Кто, по-вашему, патриот? Ну, я даже не знаю, патриот такая фраза сильная. Ну, я считаю себя гражданином Российской Федерации. Вот, как бы я горжусь тем, что родился в Якутии, в частности. Как бы от республики поехал. Очень. Я всегда говорил, что я приехал с Якутии, являюсь гражданином Российской Федерации. Ну, патриот тот, кто считает, наверное, себя в первую очередь гражданином. Уважает нашу страну, наши ценности, нашу культуру, религию. У нас многонациональная страна, многоконфессиональная. У нас очень много народностей. Считай, якуты, буряты, тувинцы, с Хакасии ребята. Ну, я горжусь тем, что я здесь родился, непосредственно в Якутии живу, являюсь гражданином Российской Федерации. Это понятие появилось у вас в более зрелом возрасте или вот со школы, именно со школьной скамьи вас так воспитывали, учили? Ну, в школе то же самое было у нас. Как бы воспитывали правильно. Но в начальных классах, помню, якутский язык тоже преподавали, изучал. Как бы у меня друзья много, и якуты, и русские, там, мусульмане. Как бы все вместе росли. Никогда ничего не делили, в принципе. Вот именно якутов говорят, ну не говорят, а вообще несколько примеров есть, что выбирают именно командовать, да, командирами отбирают, руководителями и так далее, каких-то действий. Как вы думаете, почему? Ну, у Как нас, они наверное, себя проявляют? ребята с Якутии более закаленные, ввиду условий нашей жизни. Ну, плюс в быту много же ребят из деревни едут, из села, они все могут, все умеют, рукастые. Как бы в таком плане, ну, закаленные уже достаточно. Потому что военный быт, он с чем-то схожим, надо все самому делать. Где-то там дрова нарубить, еще что-то, там баню сами сделали, там печку какую-то придумали. Много инициативы проявляют, поэтому там команда вы не видят, просто или солдат инициативный проявляет себя. Поэтому, может быть. Хорошо. Спасибо большое, мы вас поздравляем с высокой государственной наградой. Вы сейчас оформили, да, ветерана боевых действий? Да, оформил в данное время. Вот. А насчет выплат и так далее, задержек не было? Не, ничего, так подал, все уже приняли, оформили и сразу начали выплаты все получать. Стал на очередь на участок. Ну, все, что положено, оформил через фонд защитника Отечества. Там непосредственно каждый куратор каждому Помогают ветерану. и так далее? Да. Помогают, постоянно на связи, интересуются вопросами. Я же вот заочно учусь, на бюджет меня перевели, все, ну, активно работу проводят. Плюс в частном доме живу, вывоз снега организовал, вот, мэр наш. Работа ведется, вот это спасибо большое нашему правительству, в частности, и мэрии, и республики. Не забывают про нас и поддерживают, это самое главное. А как коллектив относится к вам? Ну, коллектив с Якутского уважением энерго. относится, конечно.
Я мог Чувствование вообще было, никуда ехать. Да, встретили хорошо, все, я как раз ко дню энергетика прибыл. Ну, как могли, встретили хорошо. Там ничего такого нету. Со своей стороны тоже Якутскэнерго хорошо поддерживал. И пособие мне на детей, на каждого несовершеннолетнего выплачивали. Тоже жене как могли, помогали. Плюс так они тоже гуманитарную помощь оказывали. Тепловизор, амуниция. Много чего отправляли, хороших вещей. Тепловизор я там ребятам на фронте оставил. А сколько у вас детей? У меня две девочки. 2 девочки. Ну хорошо, что вы вернулись живыми, невредимыми, да, и будете уже здесь, дома, воспитывать дочек. Ага. Спасибо большое, удачи. Вам спасибо.